Здравствуйте, меня зовут Назгуль Жамбуловна. Я являюсь куратором поведенческих программ кабинетов поддержки инклюзии фонда «Балаша». Сегодня мы с вами говорим о пейринге. Мы будем говорить о том, как нужно устанавливать руководящий контроль. Парное обусловление или пейринг, он является также как сочетание стимулов, построение рапорта, объединение с приятными стимулами. Это процесс сочетания стимулов в паре, то есть одновременное предоставление двух стимулов. Принцип сочетания пары стимулов означает, что при одновременном использовании нейтрального предмета и мотивационного предмета способность подкреплять желаемое поведение, подкрепляющее ценность этого предмета, переносится на нейтральный, и он становится мотивационным. Как это понимать? Например, есть два предмета. Пропеллер на кнопке. Если нажимаем на кнопку, то пропеллер начинает крутиться. Нажимаем на кнопку, пропеллер останавливается. Ребенку эта игрушка очень нравится. Она является для него мотивационной. И возьмем мяч, который является для ребенка нейтральным предметом. То есть у ребенка особого интереса к этому предмету нет. Но и он в то же время не является триггирующим. То есть неприятным стимулом мячик для ребенка тоже не является. Абсолютно нейтральное отношение к этому предмету у ребенка. Всякий раз, когда ребенок играет с пропеллером, мы даем мячик, и получается, что мы сочетаем нейтральный предмет мячик с мотивирующим предметом пропеллером. Постепенно мотивационное значение переносится и на мячик тоже. Он тоже становится мотивационным для ребенка. Парное обусловление – это сочетание с приятными стимулами. Это процесс, во время которого терапевт устанавливает руководящий контроль. Как это происходит? Вначале мы все больше узнаем об интересах ребенка. Мы наблюдаем за ребенком, за его поведением, за тем, какие он берет предметы, что для него является мотивирующим, именно какие действия он выполняет с этими предметами, как он с ними играет, как он с ними взаимодействует. Возможно, это не игрушки, возможно, это просто предметы, какие-то предметы быта. И на основе этих наблюдаемых действий мы можем подобрать и увеличить количество предметов, которые будем давать ребенку во время наших занятий. Например, если ребенку нравится раскручивать колесо машины, то мы будем подбирать такие предметы, которые тоже могут иметь какие-то вращающиеся детали. Например, возьмем стиральную машинку игрушечную, когда мы нажимаем на кнопку барабан, эта стиральная машина начинает крутиться. Это тоже забавляет ребенка. Или будем брать, например, спиннеры, которые крутятся, или же мячики, которые можно раскручивать. Постоянно будем сочетать эти интересы с желаемыми видами поведения. Допустим, ребенку нравится, когда мы выдуваем пузыри. Он завораживающе смотрит на эти пузыри, он их ловит, наблюдает, как они разлетаются. Он очень доволен, улыбается, он весело, может, подпрыгивает, издает какие-то звуки или же говорит. И ему очень нравится, что эти пузыри выдуваем мы, и, возможно, он сам не может их выдувать. И что мы тогда будем делать? Как мы вот эту ситуацию можем использовать для того, чтобы ребенок выполнял желаемые виды поведения, желаемые для нас, те виды поведения, которые мы хотим, чтобы были в репертуаре у ребенка, которым мы хотим обучить его. Всякий раз, когда мы будем собираться дуть на эти пузыри, мы будем говорить ему: скажи «дуй», ребенок будет говорить «дуй», и мы будем выдувать эти пузыри. Для нас в данный момент желаемым поведением является просьба ребенка, когда он просит нас «дуй». Так мы завоевываем доверие и связываем себя с поощрением, постепенно сами превращаясь в поощрение. Чем чаще, чем больше, чем дольше, чем интереснее мы играем с ребенком, чем разнообразнее мы делаем свои игры, мы становимся для ребенка приятным стимулом, сами становимся для ребенка тем поощрением, которое для ребенка становится желаемым. С нами он хочет проводить время, хочет с нами играть, потому что мы даем доступ к разным играм. Мы эти игры проводим очень весело.
радуемся вместе с ребенком. И такие моменты для ребенка запоминаются как мотивационные моменты. Во время сочетания с приятными стимулами мы позиционируем себя как источник хороших и приятных предметов, игр, занятий. Также во время этого процесса мы ограничиваем доступ к самым мотивирующим для ребенка предметам. Мы берем их под контроль, и ребенку нужно хоть как-то взаимодействовать, чтобы получить их. Ну, как уже говорила ранее в примере, ему нужно хотя бы сказать «дуй», чтобы мы дунули и пузыри полетели. И таким образом мы даем ребенку понять, что он сможет легко, быстро получить то, что хочет, если будет следовать нашим инструкциям, нашим каким-то просьбам, если он будет использовать свои речевые возможности, поведенческие навыки. И что же такое руководящий контроль? Руководящий контроль – это умение педагога или специалиста или родителя управлять поведением ребенка через подкрепление желательного поведения и формирование мотивации к сотрудничеству. То есть во время установления руководящего контроля ребенок начинает выполнять наши инструкции, и выполнение наших инструкций для ребенка мотивационно, для него желаемо, потому что, выполнив какую-то инструкцию, он получает поощрение. Ну, для чего нужен руководящий контроль? Почему мы его устанавливаем, формируем? Потому что руководящий контроль является фундаментом отношений с ребенком. Это основа сотрудничества ребенка и взрослого человека. Наличие руководящего контроля повышает вероятность того, что ребенок будет выполнять наши просьбы и будет правильно на них реагировать. Если мы его просим садиться, он будет садиться. Если мы его просим включить или нажать на кнопку, он будет это делать. Если руководящего контроля нет, то ребенок с нами не будет сотрудничать. Он будет делать то, что он хочет. Мы ему говорим «садись», он бежит куда-то. Мы ему говорим «давай нажимай на кнопку», и тогда машинка заработает. Он в это время просто раскручивает колесо у машинки. Обучение, когда нет руководящего контроля, бывает очень затруднено. Ну, потому что в обучении ребенок должен быть сотрудничающим. Он должен выполнять те инструкции, которые касаются обучаемого материала. А если руководящего контроля нет, то он, естественно, эти инструкции выполнять не будет. И обучающий процесс будет у нас просто распадаться. К установлению руководящего контроля приводит правильно проведенный процесс парного обусловления. И давайте мы сейчас с вами посмотрим, как вообще этот процесс выстраивается. Вначале нужно подготовиться к проведению пейринга или парного обусловливания. Для этого мы подготавливаем среду. До начала наших занятий с родителями мы проводили анкетирование. Мы узнавали, какие есть у ребенка предпочтения, какие предметы для него являются интересными, какие игрушки для него являются мотивационными. И вот эти предметы, игрушки, виды деятельности, ну, к примеру, там рисование, да, или же конструирование, лепка, мы их собираем в своей комнате, это является среда для ребенка и для нашего процесса пейринга. И в этой комнате в определенной там коробке собираем данные предметы, чтобы потом ребенок мог их получить у нас во время занятий. Также мы можем пронаблюдать, как ребенок в среде, вот в нашей комнате передвигается, к чему подходит. И эти предметы, игрушки, которые стали интересны для него из нашей среды, мы можем также использовать для процесса пейринга. То есть мы их будем докладывать в эту нашу коробку. А также мы будем подбирать похожие игрушки. Как вот я уже говорила, что если ребенку нравится вертеть колеса, то мы можем предложить ему и стиральную машинку, можем предложить и спиннер. Если ребенок любит какие-то сенсорные вещи, то мы можем использовать лизуны, слаймы, песок тактильный, пластилин. То есть предпочтение мы рассматриваем как возможность расширить
интересы ребенка через какие-то другие предметы, дополнительно их сами вкладываем вот в эту коробку. Нужно продумать, в каком месте мы будем проводить процедуру парного обусловливания. Если мы знаем из разговоров с родителями, что ребенок в основном играет на полу или лежит на полу, то мы нашу коробку с предпочтениями, с мотивирующими предметами будем располагать ближе к ковру или прямо на ковре, чтобы ребенок мог расположиться у нас на ковре. Подготовим чек-листы, в которых мы будем фиксировать сбор данных, то есть к какому предмету ребенок в первую очередь подошел и стал взаимодействовать, как долго он с этим предметом играл, какие действия совершал. Это мы все заносим в наш чек-лист. И заранее нужно будет продумывать, какие функциональные действия мы будем показывать ребенку с той или иной игрушкой. То есть мы продумываем несколько функциональных действий, которые, возможно, будет производить с какой-то определенной игрушкой. Ну, к примеру, возьмем мяч, и мы будем продумывать, что с этим мячом, что можно проделать, как функциональное действие. Ну, например, можно его прокатить, можно его подкинуть, можно его ловить, а можно его куда-то во что-то закидывать, там, в корзину, например. И парное обусловление происходит следующим образом. Когда мы уже подготовились, когда у нас среда готова, ребенок пришел к нам на занятие, мы начинаем наблюдать, что для ребенка интересно. И мы в данном случае даем доступ ко всему мотивирующему материалу, ко всем предметам, которые будут лежать в интересе ребенка. Коробка у нас будет стоять в доступе, ребенок свободно может подходить к коробке с мотивационными предметами, брать их. Можем разложить эти мотивационные предметы, игрушки где-то на ковре, на столе, также в свободном доступе. И будем наблюдать, как себя ребенок ведет, с какими предметами он взаимодействует. Никаких требований ребенку мы не предъявляем. Если мы начнем его просить о чем-то, то есть это будет требование, то мы можем препятствовать установлению руководящего контроля. И нужно очень внимательно следить за своими словами, за своим поведением. Мы можем невольно сказать ребенку: ой, посмотри, какая игрушка интересная, предлагая ему какую-то интересную игрушку. А это будет являться на самом деле требованием. То есть ребенок по нашей просьбе должен посмотреть, именно уделить внимание этой игрушке. Но это будет ошибка с нашей стороны. Мы пока еще никаких требований ему не можем предъявлять. Если ребенок хочет подойти и попрыгать на батуте, мы этому не препятствуем. Пусть он прыгает на батуте. И здесь мы не говорим там: помаши мне ручкой, скажи мне привет или там дай 5. Это все является требованиями. Взрослый выполняет функциональные действия с одним из предметов. То есть по мере того, как ребенок находится у нас в комнате, играет с какими-то игрушками, мы начинаем демонстрировать свое действие, функциональное действие с определенным предметом. Берем любой предмет. К примеру, юлу. Берем юлу и начинаем ее раскручивать. Наблюдаем за поведением ребенка. Если ребенок посмотрел на нас, на предмет, а может быть даже он подошел к нам, то мы обязательно его должны похвалить. Ой, ты молодец, ты пришел. Можем так его похвалить. Или: смотри, какая интересная игрушка, да, это юла. Если ребенок посмотрел на предмет, может быть, он подошел, то мы его за это похвалим.
Мы скажем: о, здорово, ты, так, подождите. Взрослые начинают выполнять функциональное действие с одним из предметов. Пока ребенок у нас находится в комнате, играет с игрушками, мы начинаем выполнять какое-то функциональное действие с какой-то игрушкой. Например, возьмем юлу, будем ее раскручивать и наблюдать за поведением ребенка. Если ребенок обратил внимание на нас, на юлу, может быть, он подошел, мы его за это похвалим. Ты подошел, скажем мы ему, это юла, я раскручиваю юлу. Можно как-то так вот прокомментировать свои действия. Если ребенок начал забирать у нас предмет, то мы его отдаем, не сопротивляемся. Не говорим ему: вот у тебя своя игрушка, поиграй с ней, да? Просто отдаем ее ребенку. И он переключается вот на эту уже игрушку. Мы заносим то, что пронаблюдали, все данные в чек-лист, делаем записи и отмечаем, сколько времени ребенок с какой игрушкой играл. Если ребенок оставляет предмет или начинает с ней стимить, то мы не настаиваем на том, чтобы ребенок действовал с этой игрушкой функционально. Если он раскручивает колесо машины, мы ему не говорим: что ты делаешь, с машинкой надо вот так играть, и демонстрируем, как нужно ее раскатывать. Да? Нет. Мы можем просто показывать другую игрушку. Начинаем сами играть, функционально действовать с другим предметом. Возможно, ребенок переключится на эту игрушку. И опять же, если он подходит, если он смотрит, то мы его за это хвалим. И все действия, которые ребенок выполняет, он выполняет свободно, то есть мы никаких требований ему не предъявляем. Мы продолжаем сочетать себя с мотивационными игрушками, играми, занятиями. То есть мы сами себя спариваем с теми предпочтениями, с теми поощрениями, которые ребенок выбирает. То есть мы следуем за инициативой ребенка. Если ребенок хочет забраться на фитбол, мы ему помогаем. Если у ребенка шарик укатился, мы возвращаем этот шарик. То есть мы рядом с ребенком, мы готовы ему помочь, мы это демонстрируем, мы веселим ребенка, насколько это у нас будет получаться. И очень много делаем комментариев. То есть мы, если скатилась машина, мы говорим: о, как далеко она поехала. Если подкинули мяч, говорим: ух ты, как высоко летит мяч. Если ребенок собирает пазл, мы говорим: как красиво у тебя получается. Порисовал ребенок немного, переключился на другую игру. Мы говорим: вот порисовали, и пошли дальше заниматься. На этом этапе мы все еще не предъявляем никаких требований. И также все свои наблюдения зафиксируем в чек-листе. На последующем этапе мы начинаем ограничивать доступ к поощрениям. То есть мы начинаем контролировать интересы ребенка, предметы, которые являются для него мотивационными. Мы можем взять коробку и переставить ее повыше на полку или же на шкаф. То есть ребенок самостоятельно уже не может взять желаемый предмет. Но мы продолжаем оставаться для ребенка приятным объектом, приятным стимулом, с человеком, с которым ему интересно находиться и играть вместе. И для этого мы будем давать ему игрушки из этой коробки. То есть мы подаем ему игрушки, мы тот человек, который предоставляет ему доступ к поощрениям. Просто даем ему игрушку, никаких требований не предъявляем. И также продолжаем следовать
за интересом и инициативой ребенка. Чем он в данный момент занят? Вот с этой игрушкой мы разворачиваем какие-то игры. Если ребенку нравится играть в салют, ну, такая игра простая, когда мы можем мелкие кусочки бумаги подбрасывать и говорить салют, или же кусочки пенопласта подбрасывать и говорить салют, то мы будем играть в эту игру. Если ему нравится, когда его катают на одеяле, то мы будем делать эту игру, проводить эту игру. Все данные, опять же, мы записываем в нашем чек-листе. На последующем этапе мы будем ограничивать доступ к поощрениям, то есть мы будем также держать коробку нашу с поощрениями повыше, чтобы ребенок не мог свободно иметь доступ к ней. И плюс мы еще будем добавлять минимальные какие-то требования для их получения. Это очень простые, очень доступные для ребенка требования или задания, которые ребенок умеет выполнять. Эти действия у ребенка в репертуаре должны быть. Если ребенок не умеет нажимать на кнопку, то мы его не будем просить, чтобы он нажимал на кнопку для того, чтобы вдруг музыкальная игрушка начала звучать. Потому что у ребенка в репертуаре нажимать на кнопку такого действия пока еще нет. Этому мы его научим в будущем. Ну, а если он может это сделать, то мы его будем просить. Допустим, он просит у нас книжку музыкальную, мы ему говорим, нажимай на кнопку. Он нажимает на кнопку, и мы ему отдаем эту игрушку. Если, например, он хочет конфету, мы разворачиваем фантик и говорим, бросай в мусорку. Он относит в мусорное ведро, и мы отдаем ему эту конфету. Даже, может, мы поставим это мусорное ведро, эту урну рядом с собой, чтобы ему не надо ходить куда-то, перемещаться по комнате. Ему просто нужно этот фантик опустить в это ведро, и он получает ту же конфету. Также продолжаем исследовать за инициативой ребенка, то есть за желанием ребенка, где он сейчас, с чем он взаимодействует, и присоединяемся к его игре. Стараемся делать эту игру разнообразной, интересной, веселой, другой. И также мы на этом этапе начинаем подстраивать такие ситуации, когда ребенку нужно следовать за нашей инициативой. Например, мы построим несколько башен из кубиков и будем их разрушать. При этом будем комментировать: бух, упала башня, да? И если ребенок в нашу игру начнет присоединяться, если он также будет пытаться разрушать эти кубики или строить с нами эти башенки, то мы его за это очень сильно будем поощрять. Например, если он любит, когда его щекотят, будем щекотить. Нравится ему, когда его подкидывают или кружат, будем подкидывать и кружить. То есть он будет получать такую награду. И сочетание, то есть пейринг прошел успешно, если ребенок часто подходит к нам, если он не пытается от нас уйти, когда мы к нему подходим или когда мы рядом находимся. То есть он не убегает от взаимодействия с нами. Если перед занятием ребенок нас встречает с радостью и с интересом, то есть начало занятия, и мы видим, что ребенок спокойно, может быть, радостно заходит к нам на занятие. Ребенок берет нас за руку и пытается усадить за рабочий стол или сам садится за рабочий стол. Вот по такому поведению ребенка мы можем говорить, что спаривание, то есть парное обусловление прошло успешно. Ну, а неправильное сочетание с поощрением может невольно создать ситуацию, когда ребенок будет выполнять задание только с той целью, чтобы избавиться от нас, поскорее бы покинуть это помещение, убежать куда подальше, когда ему взаимодействовать с нами не нравится. И может привести к росту проблемного поведения. То есть ребенок не будет хотеть с нами сотрудничать, он будет показывать какое-то нежелательное поведение, будет плакать, будет бросать игрушки, будет, может быть, проявлять агрессию к себе или к педагогу, к нам, допустим, да. И это будет разрушать руководящий контроль. То есть ребенок не будет выполнять наших инструкций, он не будет мотивирован выполнять наши инструкции, наши просьбы.
Парное обусловление – это не что-то, что достаточно сделать за несколько дней, а потом уже забыть о нем. То есть это процесс, к которому мы будем возвращаться в своей работе по много раз, потому что мотивационные предметы, те поощрения, которые были на начале установления руководящего контроля, могут терять свою ценность. Ребенок насытится ими через какое-то время, и тогда нам нужно будет подбирать другие мотивационные предметы, и нам нужно будет, может быть, спаривать эти мотивационные предметы с какими-то нейтральными предметами, чтобы те нейтральные предметы стали для него мотивационными. Помните, я приводила пример про мяч и про пропеллер. Когда мы спаривали мяч с пропеллером, и мяч постепенно становился мотивационным предметом. Эту процедуру, то есть спаривание, нужно будет заново начинать и продолжать, пока вот мы наберем арсенал мотивационных предметов для ребенка. Часто повторение процедуры нужно также после каникул или после продолжительной болезни, когда у нас есть перерыв в занятиях. А также, возможно, спаривание нужно будет проводить, когда появляется новый сотрудник в команде, и этому сотруднику тоже нужно будет превращаться в такой мотивирующий стимул для ребенка. Если у ребенка недавно обострились поведенческие проблемы, то, возможно, мы тоже будем возвращаться к парному обусловлению. Будем, например, искать новые какие-то мотивационные предметы, чтобы выровнять его поведение. Что дает нам парное обусловление, пейринг? Пейринг снижает тревогу у ребенка. Ребенок становится расслабленным, становится довольным на наших занятиях. У него повышается мотивация во время занятий, то есть, чтобы получить свое поощрение, он выполняет наши обучающие инструкции. Мы можем делать плавный переход от мотивационной деятельности к обучающим блокам. То есть ребенок сейчас играет, потому как он получил поощрение, но затем он будет спокойно возвращаться опять к обучению, потому что он знает, что, выполнив определенные инструкции, он опять вернется к поощрению. Это формирует доверие к педагогу. То есть вот эта вот цикличность, да, что выполняя, потом получая поощрение, оно всегда, оно никуда не уходит. И если сейчас вот время поощрения завершилось, ему нужно идти садиться за стол и поработать, то это не навсегда. Это лишь только на тот момент, пока он будет выполнять инструкции, потом он снова вернется к своим поощрениям. Вот знание этого, понимание этого формирует доверие к ребенку, к педагогу у ребенка. Он понимает, что поощрение он в любом случае получит от педагога. И это увеличивает продуктивность обучающих занятий. На этом вот тот материал, та информация, с которой я хотела с вами поделиться, завершена. Я желаю вам удачи в познании, в применении поведенческих методов в своей работе. Всего доброго.